сейчас, ребята, мы приехали на Кохи-Навруз. Сейчас выйдем и сделаем небольшой обзор по Кохи-Навруз. Уверен, что вам понравится. Все здесь очень красиво, уютно, комфортно. И самая настоящая, красивейшая таджикско-персидская архитектура здесь будет сопутствовать. Давайте, друзья, начнем наш сегодняшний влог. Мы, ребята, все зрители нашего канала являются очень счастливыми. Знаете почему? Потому что, во-первых, я чисто случайно сегодня пришел, просто по настроению. На самом деле хотел вам показать, как все здесь выглядит. И очень случайным образом так все совпало, что я спрашивал у одного парня, который здесь работает, говорю, почему фонтаны не работают. Он говорит, через 2 минуты мы их откроем. Когда мы говорим, ребята, Кохи-Навруз, многим жителям, то есть гражданам Таджикистана, приходит в голову слово чайхана. И чайхана, вы знаете, да, это чайный дом. И хочу сразу поспешить вам сообщить, что вот только открыли фонтан, как было обещано. Так вот, чайхана, вы знаете, чайный дом, да, там, где обедают, ужинают. Ну и это традиционное место, традиционная кухня вообще народов Центральной Азии. Я бы не сказал Таджикистана, народов Центральной Азии. Так вот, отчасти это правда, что это чайхана, но на самом деле одна очень маленькая часть этого дворца содержит в себя чайхану. А остальные, дело в том, что это очень грандиозное, большое сооружение. Там есть залы для проведения различных конференций, саммитов, да, даже на уровне глав государств. И вот это вот, ребята, Чайхона Кохи-Навруз. Чайхана состоит из 2 этажей. То есть первый и второй, как я уже вам показал. Также, ребята, у гостей есть прекрасная возможность выйти на сцену, на вот этот сюда вот президиум. И если у кого-то из их друзей, скажем так, есть день рождения, значит, поздравлять с днем рождения, скажем тогда, читать стихи, петь песни, к примеру, «Тоба джафаят хушам, тарки джафа кардаи». И в этот момент потихонечку гости начинают вставать и потихонечку выходить из чайханы. И некоторые даже подходят платить деньги, чтобы я больше не пел. Так вот, ребята, Кохи-Навруз по своей красоте среди всех дворцов, которые были когда-либо построены на территории стран Центральной Азии, занимает первое место по своей красоте, по своей архитектуре. И сегодня неоднократно я вам покажу. И чисто случайно, друзья, я зашел в зал Заринточ. Зал называется Заринточ. Я вижу, здесь люди играют бильярдер. Ну, миллиардер я слышал, пока бильярдер нет. Вот, я не знаю, насколько от этой игры огромное удовольствие можно получать, но в любом случае люди здесь играют. И тут также очень уютная, такая комфортная атмосфера. И вот о чем идет речь, да? Вы знаете. Вот, и вот здесь, на самом деле, я первый раз. Снаружи-то я все видел, да? А тут еще есть 3-й этаж, ребята. Я не знаю, что находится на 3-м этаже. Мы сейчас поднимемся и вместе посмотрим. Звуки какие-то страшные. Такое ощущение, что там примерно, знаете, что боулинг. Здесь люди играют в боулинг. Вам интересно, сколько вообще стоит час играть? Давайте узнаем. Я спрашивал у этих ребят, которые сейчас играют, они платили 70 самони все вместе. И каждый примерно по 4, по 5 самони. Поэтому нужно приходить, нужно играть. В Кохи-Навруз, друзья, также есть вот так вот служба картинг. Здесь проехать на вот эти вот машины, гонки стоит 500 метров 20 самони. И вот, друзья, как примерно все это
выглядит. Так вот, друзья, одно ясно и всем нам понятно, что все, что мы видим вокруг, все изменения, которые происходят в Таджикистане, это все стало возможным благодаря государственной независимости. И именно вот эта вот независимость нам, друзья, дала возможность определять нашу судьбу, строить нашу страну именно таким образом, каким мы хотели, каким мы вот этот вот образ Таджикистана, таджикского народа, таджикской архитектуры, именно благодаря вот этой независимости нам удавалось это все создать и воссоздать. Было время, когда почти что мы забыли свою культуру, если вы читали историю, свой язык. Я бы не сказал, что на сегодня как бы уровень владения таджикским языком нашей молодежи находится на высочайшем уровне, но тем не менее нам удалось, значит, осознать важность знания, понимания и уважения к родному языку. И вот что Бузор Собир по этому поводу написал. дар ҳадду сарҳадшуносии ҷаҳон сарҳади тоҷик забони тоҷик аст. То забон дорад ватандор аст ӯ, то забон дорад бисёр аст ӯ. Бок не гардоварӣ гум кардааст, ё умеди сарварӣ гум кардааст. заҳр бодо шири модар бар касе, ку забони модарӣ гум кардааст. Так вот, ребята, к важным, очень основным достижениям государственной независимости относят следующее. Итак, вот создание национальной армии. Дело в том, что после распада СССР, ребята, Таджикистану повезло меньше всех и меньше всего. То есть, если сравнить с другими странами Центральной Азии, нам повезло меньше всего. И меньше всех досталось, значит, военное наследие. Дело в том, что Таджикистан после распада СССР практически ничего не получил в наследие от Советского Союза. В то время, когда, например, Кыргызстан, Узбекистан, Казахстан, Туркменистан получили очень многое. А второе достижение – создание собственной национальной валюты. Если говорить коротко, ребята, то в 1995 году таджикское правительство создало свою валюту. И эта валюта тоже называлась рублем. И это все было надежда на то, что Россия нас включит все-таки в свою рублевую зону. Но этого не случилось, ребята. И в итоге 30 октября, запомните эту дату, 30 октября 2000 года Таджикистан, значит, правительство Таджикистана выпустило свою законную национальную валюту. Наша национальная валюта с тех пор и сегодня называется самони. Так вот, третье достижение, ребята, это, скорее всего, поднятие статуса таджикского языка. И вот в 2009 году был принят новый закон о поднятии статуса таджикского языка. И вот сейчас, слава богу, все дело производства в нашей стране ведется на таджикском языке. Но русский язык, должен подчеркнуть, запомните эту статью, согласно 5 статье Конституции Республики Таджикистан, является языком межнационального общения. То есть у русского языка есть такой статус, а это означает, что мы все-таки русский язык должны знать. Четвертое достижение, ребята, заключается в том, что за эти 27 лет мы смогли построить и достроить наши дороги. Вы все прекрасно помните, давайте не будем отрицать, как наши дороги находились в ужасном состоянии после развала Советского Союза. Значит, проблема дорог была всегда в поле зрения государства и правительства. И вы смотрите за эти
ну, 18 лет, если брать с 2000-х годов, сколько дорог, сколько значит, проблем мы решали в плане инфраструктуры. Ну и пятое достижение, ребята, помимо тех миллион, которых мы сделали, это, значит, энергетическая независимость. Если помните, до недавнего времени у нас был лимит в очень многих регионах Таджикистана. Сейчас этого лимита нет. Сейчас электричество, пожалуйста, 24 часа без лимита население получает. Это является очень большим достижением в жизни нашего общества и государства. Значит, мы построили очень много малых и больших гидроэлектростанций, в том числе, например, есть Сангтуда-1, Сангтуда-2. Если вы знаете, сейчас в Таджикистане строится самая большая гидроэлектростанция высотой 335 метров, Рагунская ГЭС. Это все является достижением нашей великой, дорогой независимости. И вот с левой стороны есть гостиница для тех людей, которые приезжают из-за рубежа. Можете вот здесь вот зайти на сайт гостиница Hyatt Regency, так и называется. Или наберите в Google, вам обязательно ссылочку даст. Вот сюда можете свои номера забронировать и приехать в нашу страну в гости. Не то что в гости, я более чем уверен, что в нашей стране каждый из вас, каждый, кто совершит туристическую поездку, гостевую, какую бы то ни было ваша поездка, вы почувствуете себя дома, друзья.